Салам алейкум, дорогие телезрители. Мы продолжаем цикл передач «Диалог», «Гуфтугу». Сегодня в нашей передаче мы пригласили двух гостей. Так как мы раньше решили пригласить гостей одного из Европы, другого из России и из других стран, в рамках вот этой передачи мы решили поговорить сегодня о нынешнем наших проблем, существующих проблем в нашем обществе. В данное время очень глубоко обсуждается проблема, которая произошла во Франции, после чего, после этих событий, на похоронах Самуэля Пати, учителя, которого убили, президент Франции Эммануэль Макрон выступил с речью, очень критиковал мусульман и в своем выступлении сказал, что Франция намерена продолжать карикатуры. Он как бы не отказывается от свободы слов, в том числе и в карикатурах. И в связи с этим мусульмане вышли на митингах, на шествиях, на пикетах в разных странах. Мы это все видели. И в России также были возле посольства Франции были митинги. Что для меня интересно, вот по моим наблюдениям, в митингах, что и в Европе, что в Москве, в основном митингующие мигранты из Средней Азии. Поэтому мы решили на этом передаче поговорить о митингах и мигрантах. У меня первый вопрос к нашим гостям. Как вы считаете, наши мигранты должны участвовать в этих митингах? Я думаю, что мы начнем с Европы. Из Европы у нас будет из Австрии выступать Вайсидин Одинаев. Я думаю, то, что повестка дня для многих очень важно, и я также смотрел ваши предыдущие выпуски передачи на эту тему. Мысли очень правильные, конструктивные, самое главное. И тут, наверное, речь больше всего идет о конструктивности и о том, как это все принимать нам. Да? То есть мусульманинам, которые находятся в странах Европы, за пределами Европы, и то, как нам сегодня пытаются, скажем так, пытаются успокоить тем, что это якобы одно из свобод слов, и это нормально, в принципе, оскорблять чьи-то чувства, чье-то достоинство, да. В нашем случае это 1,5 миллиарда мусульман всего мира, и они сегодня чувствуют себя оскорбленными. Я тоже солидарен с этим чувством, потому что это не первый раз, надо подчеркнуть. Да? Мы знаем то, что были обострения несколько лет назад, и то, что сегодня происходит уже на правительственном уровне, естественно, это не может не тревожить, не может не трогать. Как так? Окажись бы в свободных странах, где мы слышим о толерантности, о свободе слова, о свободе как бы защищать твои ценности, да, в принципе, сегодня запрещают эти ценности защищать. Естественно, надо подчеркнуть, что как любой нормальный, здоровый человек, мы все должны быть против любого акта насилия, да, неважно, какой он конфессии или нет, религии, это просто, я думаю, ярлыки, не более, это как зло, оно есть зло, и неважно, от кого оно сходит, мы должны его порицать. Естественно, мы не поддерживаем те методы, которые сегодня, да, видим последние дни, последние недели, как на заголовках многих не западных, а либеральных СМИ, то есть от имени Аллаха начинают убивать. И есть опровержение того, что некоторые из этих случаев вообще никакого отношения к мусульманину или мусульманам не имеют, так как мы видим опровержение. Но зачастую люди, которые, да, пускают вот этот гнев
на публику, да, они не считают нужным даже извиняться, если даже, да, был факт того, что это ну, первые материалы были некорректны, когда, допустим, недавняя ситуация, когда то ли ревнивый муж, то ли еще кто-то пошел и зарезал священника, который имел какую-то связь с его женой. И на почве этого, но как нам первоначально все это в СМИ показывалось, это то, что там якобы какой-то мужчина ходит по улице Франции, кричит «Аллах Акбар» и нападает на священника. И тут через несколько дней выясняется, что это вообще мусульманин как не имеет отношения. Вот, и дело бытовое, да, то есть дело просто бытовое. И другие комментарии излишние, я думаю. Но удивляет тот факт, что вот те СМИ, которые первыми начинают мусолить такие подобные темы с провокационными головками, задевает то, что они не считают нужными, потом опровергать или же попытаться как-то извиниться, возможно, за некорректную информацию, которая, первое, повлекает за собой очень много негативных отзывов, как и о мусульман, так и мы видим, какие там происходят дебаты в тех же социальных сетях. И я как сегодня, я бы хотел принимать участие в этом диалоге как простой зритель, в первую очередь, всего происходящего, да, и потом уже мусульманин, человек и все остальное. Пока что я просто зритель. И как молодой зритель, который наблюдает за всем этим хаосом, который творится сегодня посредством массовой информации, у меня один вопрос, где вообще конструктивность, где вообще логика у людей, где вообще здравый разум, потому что комментарии или же отзывы некоторых, кажись бы, даже в списке моих друзей, да, нормальных людей, здоровых людей, да, куда радикальнее, чем сами радикалы и экстремисты. Поверьте, 1000 разных призывов о дискриминации, чуть ли там не объявить войну всему мусульманскому миру, так сказать, да, и всем мусульманам. То есть там реально радикализм и экстремизм ни рядом не может стоять, если смотреть и сравнивать то, что происходит в этих социальных сетях после последних событий. И это исходит чаще всего от той стороны, которая призывает к конструктивности, кажется бы, да, которая призывает к пониманию, к свободе слова, к спокойствию, но с другой стороны ты видишь то, что она нагло ведет какую-то пропаганду ненависти, наверное, да, к определенной общине, к определенной религии. И такое чувство, что эта задача как поставленная специальная, да, может быть, на повестке года или на повестке месяца. И то есть идет какая-то вот беспощадная пропаганда в эту сторону этой общины или это религии. В нашем случае идет какая-то пропаганда ненависти по отношению к мусульманам, да, используя последние события. Я чуть-чуть, возможно, потерял цепочку повестки, но так как вы спросили, я постарался ответить и тем самым высказать то, что накопилось, наверное, под наблюдение за всем этим хаосом. Поэтому чуть-чуть за длительность. Вы так и не ответили на главный вопрос, который я поставил. Роль наших мигрантов. Наши мигранты должны участвовать в этих митингах. Вообще сам такой вопрос для меня немного непонятный. Мигрант разве не человек? Мигрант это в первую очередь человек, у которого такие же ровные права, как у любого нормального другого человека. То есть если судьба сложилась так, что он в одной из этих стран находится как в статусе мигранта, то я думаю, это ничего не меняет. То есть он имеет право
высказывать свою гражданскую позицию, как-то ей делиться, демонстрировать это. Ну, естественно, если это все в рамках закона и конструктивности, о чем мы говорим. Естественно, они должны, они могут, и это, я думаю, должны приветствовать. Мы люди, которые как бы за Мы услышали тебя, твою точку зрения. Так, переходим к России. Наш гость из России, член Советов улемов Российской Федерации Висам Хазрат. Висам Хазрат, что вы думаете по поводу всех этих событий и активное участие мигрантов, особенно в Москве? Мы видели, как наши мигранты из Таджикистана, Узбекистана так очень яростно, так очень глубокой тревожности обсуждают, в митинге выступают очень сильно. Что вы думаете по поводу этого? Ассаламу алейкум рахматуллахи баракату. Уважаемый Фархад, Васидин и все зрители телеканала. Альхамдулиллах, ассалату вассаламу расуллах, хвала Всевышнему и мир благословен нашему пророку. Хочу сказать, что я понимаю вот чувство мусульман, который вот наш брат Васидин вот сказал об этом, высказался. Я думаю, мы все едины в том, что это возмутительно, что это недопустимо, что происходит, такие высказывания, такие действия в адрес мусульман. Я думаю, даже здесь не нужно доказать, или это не обсуждаемо. Мы видим двуликие подходы французского правительства. Они не допускают оскорбления, допустим, какие-то личности французских политиков. Вот сегодня я читал доклад правозащитной, международной правозащитной организации, которая просто говорила о лицемерии французской судебной системы, где осуждали любое издевательство над образом или личность французских политиков, а вот про личность пророка Мухаммада ﷺ это свобода слова. Ну, мы это видим, что это на самом деле сами нарушают закон, который они сами установили. И поэтому мы, наверное, никогда не выступали против самой понятия свободы слова. А мы против использования, оправдания этим, нарушения прав других людей, оскорбления их чувств. На самом деле это не имеет отношения к свободе слова. А так, если прийти к вашему вопросу, я считаю, я солидарен, частично с братом Васидин, то, конечно, мы имеем право протестовать. Не то, что имеем право, мы обязаны. Я вот как религиозный деятель, как обязательные действия, что мы обязаны, это наш фард, мы не можем услышать какие-то оскорбительные высказывания в адрес нашего пророка, саллаллаху, потому что это наша вера, это основа нашей веры, верит в Мухаммада, саллаллаху. Это не просто личность, кого мы уважаем или любим, это наша религия основана на вере в Мухаммада, алейхиссалату вассалям. Поэтому это же для нас это не шутка, это не просто так, это не просто обида за папу и за маму, или за национальные чувства. Это намного глубже и страшнее. Но, опять же, видите, я солидарен с тем, что мы должны что-то делать, мы должны сопротивляться, но методы должны быть в рамках возможного, эффективности, потому что на самом деле мы не должны действовать так, что таким образом, что ситуация хуже будет. Вот мы все, альхамдулиллах, я смотрю, присутствующие здесь, все солидарны с тем, что террор – это не выход. Вот убийство, например, этого учителя, или, например, убийство журналистов и так далее, это, конечно, не выход, и это недопустимо. Ни с точки зрения религии, ни с точки зрения эффективности. К чему это привело? Это привело только к осложнению. То есть это дало еще повод этим людям еще хуже углубляться в своем заблуждении. Также иногда нам кажется, вот, к сожалению, вы знаете, мусульмане очень эмоциональны, часто дают себе эмоции и не дают себе время думать хорошо над своими действиями, насколько это эффективно. Я, например, может быть, в Европе мигрант, особенно который получил определенный статус, он уже есть гарантированные права, в том числе участвовать в таких акциях, как демонстрации, как шествия, как пикетирование и так далее. Вот это механизмы, известные механизмы
доведение свой голос до общественности, до правительства. Это обычные методы, демократические методы, общепринятые. Но, например, возьмем Россию. Для мигрантов таких прав нет. И неужели мы этого не знаем? Здесь в России нет этих прав. Мигранты здесь очень сильно ограничены в правах. И нависает на него серьезные угрозы депортации страны. И еще вы знаете, куда его будут депортировать. Депортировать в ту страну, откуда он убежал. То есть на самом деле вред гарантирован. И может быть его там будут ждать и наказывать за вот эти излишние проявления свободы. Поэтому я единственное всегда я обращался к мусульманам. Смотрите, где вы живете. Ты в Швейцарии находишься или в Москве? Ты находишься в Париже или в Берлине? Имеет значение. Понимаете, местное законодательство отличается. И тут вступает очень религиозный принцип, который основан на аяте из Корана. Аллах Субхану Тааля говорит, и не то есть Аллах Субхану Тааля говорит, не обрекайте сами себя на гибель. Нельзя делать так, чтобы себя навредить. Когда ты знаешь, что 100% здесь вред будет. Тем более и результата не будет. Да? То есть наоборот. Поэтому надо найти альтернативу. Вот все, что я призываю. Я никогда не... Вы знаете, есть такие мамы или такие дети, которые говорят, сиди дома и все. Дуа. Да, вот. Дуа, делай дуа, обращайся к Всевышнему. Все будет хорошо, больше чего ничего не делать. Я не из этих. Наоборот, я считаю, это преступление, когда ты ничего не хочешь делать. Но я всего лишь призываю подумать, какие в этой стране есть возможные действия, чтобы был результат, а не навредить себя и ухудшить ситуацию изначально. Спасибо, Исам Хазрат. Вот у меня вопрос возник к Васидину, так как он сторонник, чтобы наши мигранты участвовали в митингах. В принципе, я тоже не против. Почему? Я разъясню почему. Потому что в любых, почти во всех странах, в том числе и в России, ну, в Европе, естественно, во всех, и в наших странах, где демократия это всего лишь слова и все, там диктатура, в рамках законов ты имеешь право выражать свое мнение в митингах, в пикетах, в разных. Ну да, в некоторых странах это возможно, более свободно, в некоторых нет. Но в России, допустим, в митинге, вроде, насколько я знаю, общественные организации российские взяли разрешение, у них было разрешение, это значит был санкционированный с разрешением, и они выступали, у них было там 2 часа времени, возле посольства Франции они выступали, они сказали, выражали свое мнение. Но, однако, может быть, из-за того, что наши мигранты более эмоциональные, и у некоторых из них были проблемы после митингов, были задержаны, там, наверное, не так уж много было. Я видел, частично задерживают кого-то внутри из них. Вот у меня возникает вопрос к Василину. Как ты считаешь, присутствуя в митингах, особенно в России, в Европе, если мы задеваем интересы этих стран, допустим, если наши мигранты будут выступать во Франции, это будет задевать интересы Франции, не будет ли у них проблемы? Так как мы знаем, и так у наших мигрантов и без этого много проблем. В частности, в России. Ты был в России, ты жил в России. Мы очень прекрасно знаем, что какая ситуация вокруг наших мигрантов в России. Поэтому усугублять еще хуже, делать еще хуже свое положение, стоит ли из-за этого, или же все-таки искать какие-то альтернативы? Пожалуйста, Василий. Спасибо за вопрос, очень хороший. Что касается положения именно среднеазиатских мигрантов в России, я думаю, что никакие осторожности мигрантов именно из Средней Азии, подчеркиваю этот момент, им уже не помогут как-то
поменять свое положение, которое есть, тот статус, который у них есть. Это статус произвола, это постоянное ущемление прав их, да, то есть это постоянное нарушение Конституции Российской Федерации, законов Российской Федерации, зачастую со стороны тех органов, которые, в принципе, назначены быть надзирателем, то есть наблюдателем, чтобы эти законы не нарушались. Но, как мы видим и знаем, это практика, это статистика, что эти все органы активно нарушают любые права трудовых мигрантов из Средней Азии. Это узбеки, это таджики, это кыргызы. И, на мой взгляд, с тем положением дел и с тем подходом, который сейчас в России, я думаю, то, что мигранты в ближайшие годы не поменяют свое положение. Единственное, что, возможно, поменяет, это взгляды самих мигрантов. То есть я бы очень хотел видеть, чтобы наши мигранты в Российской Федерации побольше бы изучали вот те законы, их свои права, знали бы, как разговаривать с представителями закона, полиции, ФМС и другие какие-то органы, чтобы они знали пакет вот этих своих прав, да, которые у них есть, в принципе, по факту, да, и чтобы они отстаивали вот этот пакет своих прав. Тогда, возможно, к ним будут относиться по-другому и уважительнее, да. Это может быть единственное, что, возможно, поменяет наше положение. Но то, что выходить им, отказываться от каких-то вот таких демонстративных моментов, я думаю, то, что демонстрации нужны в таких темах, но опять же, нужно знать, что там говорить, потому что в России есть очень много тем табу, то есть запрещенные темы. Это на, я не знаю, правительственном уровне, то есть ведутся работы с диаспорами со стороны ФСБ, объясняются, ведутся разъяснительные работы, что можно мигрантам, несмотря на те законы, которые есть, и что им нельзя, несмотря, если даже закон говорит можно, то им этого нельзя. Да? То есть вот эти все работы с мигрантами ведутся, мы это понимаем. Есть темы табу, естественно, это мы тоже знаем. И я вот недавно демонстрации, которую видел, начало все хорошо, но вот выкрикивать смерть Макрону, это уже за рамки и российских, я думаю, законов, и этики, и моральных, потому что это некрасиво принимается и в правовом поле, в принципе, в любой нормальной стране нельзя призывать к смерти кому-то, убивать кого-то там не было. Да? Я не знаю, это какие-то определенные, опять же, провокации искусственные, потому что, мне не верится, что мигранты сами додумались и решились вот делать именно такие лозунги, такие призывы. Вот тоже вопросительный знак. И это единственный момент, который мне не понравился в демонстрации, которую я видел в России со стороны наших трудовых мигрантов. А так все было дозволительно до вот этого момента, когда они выкрикивали такие подобные фразы. Естественно, я за этих демонстраций, но было бы хорошо, то есть следить за своими речами и лозунгами, которые на этих демонстрациях говорится и говорим. И, естественно, мы тоже жили в Российской Федерации, были и в одних митингах, то есть худо-бедно, но эти митинги были, и мы в них участвовали. Да? Думаю, Акаев Фархот, вам это тоже известно, вы тоже принимали на них участие. То есть это нормально, это должно быть, это как бы я за. То есть ничего в этом катастрофического я не вижу. Наоборот, это как-то, возможно, даже помогает узнавать друг друга. То есть, возможно, эти демонстрации, эти выкрики, эти голоса помогут жителям России узнать мигрантов. То есть, значит, они тоже знают, что такое демонстрация, значит, они тоже знают, что такое права, значит, они тоже понимают и знают, что такое чувство. То есть это все это нормально. Потому что в последнее время, как
мигрантам такое, да, такие стереотипы, что бесчувственные вообще ни о чем не думают, ничто не знают, ничто их не беспокоит, только как бы 5 копеек заработать. И хорошо, что такие демонстрации показывают, что нет, мигранты такие же люди с такими же гражданскими позициями и правами. Я думаю, так. Спасибо, Василий. Вы сам, Хазрат, вы сейчас говорили об альтернативе. Я бы хотел услышать от вас, какие альтернативы вы предлагаете. Допустим, не идти на митингах, да, допустим, мигрантам. А как себя еще показать? В каких формах вы видите? Во-первых, эта проблема касается всех мусульман, не только мигрантов. То есть оскорбили чувства не мигрантов. В данном случае проблема, связанная с правами мигрантов, это отдельная тема. Да? То есть как мигранты, чтобы они защищали свои права, это отдельная тема. Я сейчас об этом не буду говорить, наверное, это может отдельный диалог. Но мы говорим сейчас об оскорблении чувства верующих мусульман. И это касается мусульман России. Многомиллионная мусульманская умма, российская. То есть это граждане России. Мы же даже не говорим про наших братьев и сестер, которые живут с нами, но не граждане этой страны. Я говорю про около 20 миллионов российских мусульман, которые, я думаю, что для них, несомненно, это очень важный метод и очень хороший метод. Митинги, шествия, пикетирование и так далее, и так далее. Вот это выходить на улицу и заявить о своем несогласии. Естественно, в рамках закона, но я думаю, представьте, эти миллионы будут выходить. Это мне стыдно, честно говоря, как гражданин России, мусульманин, и нам, наши братья-мигранты, вот они должны рисковать своей жизнью, своей работой, своей судьбой, чтобы выразить, что они не согласны, а мы миллионы, которые работаем здесь, и у нас есть больше, чем они права. Я говорю, это не вопрос ценности в целом, должно быть или нет права, они должны быть у них права, мы говорим просто фактически, что у них прав нет. Так вот, поэтому мы говорим просто именно об участии мигрантов в этом вопросе. Есть другие методы, в которых, я думаю, мигранты могут участвовать с наименьшей, как сказать, риска для себя, для здоровья, для жизни, для будущего и так далее, да? Для судьбы, для работы, карьеры. Например, бойкот французских товаров. Опять же, мусульмане Франции не могут участвовать в этом методе. То есть мусульмане в зависимости от местности, от гражданства и так далее, у них методы разные. Мы же не будем призывать мусульман Франции бойкотировать французскую продукцию. Да? Это так не происходит. Но вот мы, мусульмане мира, должны это делать. Иммигранты покупают французские продукты. Покупают в Ашане и так далее. Я им даже в последнюю худбу в мечети им сказал, дальше работать. Если ты работаешь в Ашане, работай, зарабатывай там, но не покупай ничего в этом магазине, где ты работал. К примеру, да? Вопрос писать письма. Я говорю, каждый месяц, как минимум, я предлагаю мусульманам написать письмо в посольство Франции. И подходили ко мне братья, кстати, из мигрантов, и сказали, я по-русски не очень хорошо пишу, там, и может попросить там друзей. Я говорю, нет, пиши на своем языке, пиши на таджикском, на узбекском, на кыргызском, пиши свои чувства в рамках приличия, естественно. Как брат сказал, не надо там призыв к смерти или оскорбления, просто скажи, что мы не согласны, мы недовольны, мы протестуем. Это тоже метод мирный, спокойный и не навредит, потому что письмо идет в посольство, да, это минуя ФСБ там, или не знаю, структуры МВД, структуры, которые могут мусульман каким-то образом репрессировать. Вот. Это просто несколько методов. То есть Аллах Субхану Тааля в Коране сказал: «Ва'идду лахум мастататум мин кувва». Готовьтесь для них все, что сможете, из видов силы. Виды силы, то есть вот это борьбы ради истины и правды, и бывает разные. Не обязательно один метод и все. То есть мы не ограничиваемся, мы не должны видеть все вот и здесь. Если там есть проблемы, если есть какой-то риск, если там вреда может быть больше, чем польза, я использую другой. Ни в коем случае, я еще раз повторяю, ни в коем случае не призываю, чтобы мусульмане были безучастны или не реагировали. Наоборот, они должны иметь свои слова, они должны свои вот это энергию, свою вот эту волю должны реализовать, они должны внести свой вклад в защиту пророка Мухаммада, в защиту религии. Просто весь вопрос в том, что является ли вот эта демонстрация вот священной коровой. Поймите же, в России всегда будут освещать плохо. Это человек, который вышел сказать смерть Макрон, может быть, это он не сказал. Но наши СМИ будут показывать именно таких. И будут даже нанимать человека, который это сделает и так далее. Они
демонстрации в России есть аллергия от демонстрации. Вы же знаете почему. Вот это, для них это изначально вызывает очень большое недовольство. И тем более, если это касается мигрантов. Эта тема большая, да, как здесь нарушаются права мигрантов. Поэтому нужно ли нам зайти в драку, в которой мы не равны бой? А есть методы, которые... То есть это можно оставить на потом, когда у нас есть силы. А есть методы, которые очень эффективны в данном вопросе, я имею в виду, в данном вопросе. И, иншаллах та'аля, мы добьемся успеха. И тем более доказано исторически. Вот бойкот, вот этот экономический бойкот, мы видим и в Индии, и в Южной Африке, и даже в Европе, в случае с Данией. Помните, когда датские газеты, они же первые начали эти карикатуры. И когда мусульмане объявили бойкот датским продуктам, закончилось тем, что премьер-министр Дании извинился. И газеты, которые публиковали, извинились. Они почувствовали тяжести вот это исламский бойкот. Кстати, не демонстрация, а именно, когда мусульмане выходили, сжигали флаги и Дании, это для них не имело большого значения, кстати. Потому что они видели, что это просто эмоции. Но когда началось, казалось, рублю, копейки, евро и доллар, для них это стало очень болезненно. И они сдались. Да, спасибо, Исам Хуза. Знаете, я читал аналитические статьи про все это происходящего. Во Франции, по крайней мере, это началось в 2014 году. Один из французских аналитиков очень хорошо, мне лично очень понравилась его идея, говорит, задается вопросом. Смотрите, Шарли Эбдо, это очень старая газета. В Европе она почти что, скажем, была нерентабельная. Его почти уже не покупали, очень был слабый этот. Естественно, технологи думают, как сделать так, чтобы повесить продажу, да, поднять продажу своих газет. Естественно, это может быть и миф, но есть такая реальность, что те журналисты, которых убили, они все были старшего возраста. Почему? Потому что они давно уже работали в этой газете, и они как любой человек, который работает в одном месте много, они немножко разжавели. И они уже не чувствуют реальность. Но они придумали такой, давайте будем критиковать того, что задевает чувства. Они это сделали, карикатуру на... В Европе вообще-то принято, давно уже критикуют, это уже больше 200 лет, именно во Франции критикуют религиозных деятелей христиан. И для них это обычное, это для них повседневно, так как они уже больше 100 лет этого видят, для них это норма. Но для мусульман это что-то новое. Раскритиковав, то есть сделав карикатуру на пророка, салам, они возбудили чувства мусульман, произошло то злопамятная ситуация, вот, они убили этих журналистов, и резко возрос продажа этой газеты. Что интересно, она стала опять рентабельней. Эта тема карикатуры в Европе стала опять горячим, значит, это действует, и она все пошла заново. Как бы газета ожила в новом формате. Поэтому они говорят, что иногда, когда они видят, что что-то уменьшается продажа у них, это бизнес, это ничего личного нет. Они это запускают. В многих мусульманских странах об этом знают, поэтому они не реагируют. Но вот те мусульмане, которые не осведомлены, они как бы с этим борются, стараются показать. Этим они как бы дают повод критикам еще больше раз критиковать. Что вы думаете об этом? Вот Василий живет в Европе. Что ты думаешь по поводу этого? Мы, мусульмане, со своими вот этими, участвуя в митингах, протестах, разжигаем ли мы больше эту тему? Или все-таки нет? Трудный на самом деле вопрос. Смотрите, если возвращаясь именно к президенту Макрону, нужно здесь будет привести пример недавно в городе, в стране, где я живу, как в статусе мигранта, это Австрия, город Вена. Недавно были тоже трагические события, теракт в городе Вена.
погибло 4 человека, да, более 20 человек получили также разные рода ранения. И тогда я наблюдал, переживал, потому что все происходит очень близко от нашего дома, может быть, даже в 15-20 минутах езды там, на общественном транспорте. И вот первые часы после теракта вышел Себастьян Курц, ремарк надо здесь добавить, что Себастьян Курц не самый большой поклонник мигрантов и вот этой толерантности, да, которая, да, упрекается политиками там, Европы, каких-то националистических групп и партий. И он, то есть, не самый большой поклонник мигрантов, но при этом он выходит, не играется на этом теракте, не зарабатывает себе политические баллы, он разделяет это, называет это не война между мусульманами и христианами, это не конфликт между мигрантами и австрийцами, это конфликт тех, кто хочет хаоса, и тех, кто хотят жить в мире. То есть, кажись бы, да, он мог бы также аналогично своему коллеге Макрону поступить и там, высказываться грубо, невежливо, а тем самым разжигать какую-то новую волну вот этой ненависти по отношению к мусульманам, но он этого не сделал. Он пошел, на мой взгляд, более мудро, и то есть сразу распределил, что это преступник, и он никакого отношения ни к нашим мигрантам, ни к нашему обществу не имеет. Да? Вот. Но что сделал президент Макрон? Я это связываю, опять же, с его повесткой дня, с тем положением дела, которое у него во Франции. То есть народ нужно уводить от социальных, экономических проблем общества и страны. И на мой взгляд, он, возможно, в этой теме про карикатуры, он, возможно, нашел какую-то альтернативу и начал ее раздувать таким грубым образом. И чтобы понять, что происходит во Франции, надо и понять, в каком положении президент Франции Макрон, то надо посмотреть на хронологию последнего года. То есть там постоянные митинги, народ очень часто выходит, начинает критиковать правительство. Естественно, рейтинг Макрона не самый положительный, может быть, да, под плинтусом. И его нужно как-то поддерживать, нужно как-то поднимать. И, возможно, это мое предположение, что таким образом мы нашли эту тему и начали играться на эмоциях общества, на бытовых проблемах общества. А бытовые проблемы общества касаемо мигрантов во Франции есть, это ни для кого не секрет. Там надо подчеркнуть, что более 5 миллионов мусульман проживают во Франции, да. То есть эта проблема у них была всегда, да, с мигрантами. Но все как-то умудрялись жить, но тема наболевшая, и стоит ее раздуть, естественно, появятся и свои плоды политические. В нашем случае это политический баланс. То есть, на мой взгляд, то, что происходит, то, что мы видим, естественно, сейчас мусульмане Европы в какой-то мере осторожничают, где-то не осторожничают, то есть выходят и защищают, говорят, дайте нам право такое же защищать свою религию, потому что не надо привязывать оскорбления к разжиганию межнациональной розни, к разжиганию межрелигиозного конфликта. То есть по факту какие-то люди, какая-то компания людей разжигает мировой конфликт на ровном месте, да, конфликт двух общин, возможно, народов и религий. Поэтому это никак нельзя оправдать свободу слова. То есть мусульмане Европы конструктивно пытаются доказывать свои права на этой теме. И, естественно, порицают любой акт насилия, порицают любой призыв к каким-то насильственным действиям. Но эти, скажем так, акции или же лозунги, они происходят. И, к счастью, не все, даже те же самые жители Франции, население Франции так уж сильно разделяет мнение президента Макрона. Наоборот, есть критика в его адрес очень жесткая, и она
не от каких-то 10-20 человек, это от, возможно, даже 50-60% населения Франции есть, присутствует критика, здравое размышление, то есть сами французы этого не понимают, этих оскорблений. И то же самое и в Европе. То есть не все, большинство европейцев осуждают это тоже и не поддерживают слова Макрона или призывы, называя вот эти провокации свободой слова. Естественно, это не свобода слова, это все понимают. То есть ситуация, то есть свои минусы, есть свои плюсы. Минус то, что идет, естественно, прессинг любых религиозных сообществ, меньшинств, закрываются какие-то подозрительные мечети на пределе тех или иных стран, да, это Франция, это сейчас в Австрии тоже происходит. То есть, да, есть натиск, но также есть и еще и здравый разум. То есть не все так прям жестко по беспределу, как это можно видеть там, тоже не в обиду россиянам, России. Потому что там мы знаем, то есть, если чуть малейшая повод, малейшая тема Путина или вот, федеральных каналов, то тут же какой-то хаос, бесправный хаос. А тут стараются, несмотря на всю жестокость, стараются соблюдать права всех и слушать всех, все стороны конфликта или все стороны. Спасибо, Василий. Я все-таки не услышал свой ответ, поэтому я повторю этот вопрос Виссам Хадрат вам. Как вы думаете, мы при этом своим активностям, да, вот этим митингам, демонстрациям, да, всяким этим осуждением, да, мы не поднимаем ли мы рейтинг этих газет, вообще это искусство, карикатуру, может быть, нам их так и оставить, не обратить внимания на это. Что вы думаете по этому поводу? Да. Но я думаю, немножко я частично с тобой не согласен. По-моему, все-таки Василий кое-что сказал, что он важно. Вот сначала, чтобы понимать картину в целом, надо понимать, что есть одна сторона, которая называется наследие какое-то, или направление даже, так скажем. Есть направление антиисламское, националистическое, такое, ксенофобское, да, есть такое, да, есть такая идеология, есть такие партии, есть такие личности. Есть, можно сказать, часть личности европейской, которая вот темная сторона, да, в которой она существует. Это. Но, конечно, преобладает ценности свободы, равенства, братства, да, справедливость. Это, конечно, преобладает, и она победила в Европе вот эти ценности. И эта победа пришла не так легко. Много войн, много гражданских войн, революций. Но, тем не менее, вот это наследие, особенно в отношении к исламу, к мусульманам, есть исторические обстоятельства, которые тоже имеют большое значение, да, страх, исламофобия, страх от ислама, как внешний враг. Есть другая сторона, есть популистический дискурс, да, который вот ты как привел пример, вот эти газеты. Сидели, не знали, что делать, как сделать так, чтобы наши покупали нашу газету. Или, как Василий привел пример, Макрон, он пришел на волне своей смелой экономической программы. И он был, кстати, если вы читали его заявление в предвыборное, он был очень толерантный. Он первый французский политик такого ранга, который признал, что Франция совершала преступления в Алжире, да, была несправедливая колония. Это впервые. Никогда французские политики об этом не говорили. Он первый, кто об этом говорил. Создал комиссию, обсуждающую проблему граждан Франции второго сорта, которые живут в пригороде в Париже, и он это обсуждали. Ну, то есть у него был, наоборот, достаточно прогрессивный взгляд, да, на ситуацию. И он именно, люди его выбрали именно за счет того, что он хотел экономического. Но когда провалились его программы экономические, и мы знаем, движение желтых, да, жилеток закончилось тем, что провалилось, и ничего, народ принял очень негативно все его реформы. К сожалению, вернулся гарантированно в этой эпохе. Сейчас очень популярно, да, популистический вот этот дискурс. Можно сказать, возглавляет в этом мире господин Трамп.
И знаете, что я очень надеюсь, что с тем, что если Трамп все-таки уйдет, я не думаю, что Америка очень сильно изменится, но именно этот популизм, может быть, будет легче и мягче, может, в Европе тоже не будет настолько популярен. И я прогнозирую, что Макрон проиграет следующие выборы, и это будет удар в адрес популистов. Мне кажется, вот этот канцлер Германия, Австрия, он поэтому это говорю, он, кстати, популист, но он понял, что это уходит в прошлое. Он, чтобы держаться на своем месте, надо отказаться от таких высказываний. Итак, наши действия, извините, что я так немножко долго там сдалека. Я думаю, что да, мы иногда, к сожалению, так как мы не очень объединенные, мы не обсуждаем, прежде чем начинаем, не проводим диалоги, прежде чем действовать, к сожалению, да, мы помогаем их в свои популистические программы. Если это газеты мы игнорировали, как и много, вы представьте, там тысячи таких карикатур, статей, книги печатаются каждый год про ислам, про пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям. На арабском языке есть десятки каналов, которые днем и ночью оскорбляют ислам и пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Но если мы будем всегда реагировать остро, мы сами их делаем известными. Была с самого начала ошибка наших братьев в Дании, эти карикатуры были написаны в Дании, нарисованы в Дании, потом в Норвегии, потом пришла в Францию. Если мы там изначально, братья, вели себя адекватно, эти газеты и так вымирали, это был последний номер, все, никто их бы не покупал, никто на них не обращал внимания. Но мы с ними, к сожалению, но мы сейчас уже что делать? Мы сейчас, конечно, имеем дело с другим уже. Но тем не менее, часто бывает, вот это тоже сатанистские стихи вспоминайте, да, вот это Сальман Ружди. Если бы Хомейни не заявил об этом и не говорил, что надо его убить, кому он был нужен? С точки зрения литературы это ноль, абсолютно, никакой вес, никто его не читал, он бы просто, это жалкие попытки какое-то что-то заработать, и ничего бы он не заработал. Он бы заработал только вид на жительство в Великобритании, потому что там, да, или гражданство, так как вот некоторые так мигранты выбирают такую тактику, что я в своей родине меня запрещают быть гомосексуалистом или запрещают мне быть мусульманом, отказаться от ислама, чтобы быстрее получил убежище. И все, это люди, жалкие личности, никакое влияние. Но мы, к сожалению, своей излишне эмоциональной реакцией, к сожалению, да, я полностью согласен, что, к сожалению, мы сами помогаем им в своим плохом, ужасном плане. Простите, я должен... Я ваши просто вопросы не очень хорошо слышал по причине того, что у меня очень тихо идет именно ваш голос, поэтому если что-то не слышу, то заранее извиняюсь и могу переспросить. Можете продолжать. Спасибо. Спасибо вам. У нас время как бы идет к концу. Да, у меня, наверное, это будет последняя реплика или вопросы. Вот смотрите, две ситуации. Вот, спасибо Василину, что он напомнил о той ситуации, что была в Вене. Да? Одно Франция, второе Вена. Многие президенты, там, премьер-министры высказались по поводу этих случаев. Да? Если честно, мне больше всего понравится так, как выступил премьер-министр Канады или президент, я не знаю, если честно, забыл. Но факт то, что он очень хорошо высказался, что да, с одной стороны свобода слова, но при этом есть что делать с тем, чтобы мы задеваем чувства других людей. Для нас очень важно, чтобы мы, мусульмане, этого понимали. Лично мне очень понравится, так как наши ребята после событий в Вене, они были солидарными с гражданами Австрии, они вышли на этот площадь, они принесли цветы, свечки сожгли. Мне лично это было больше по душе, потому что быть солидарным с теми людьми, которые пострадали, это правильно. С другой стороны, быть во Франции, да, убили учителя, мы тоже должны быть в этой ситуации солидарны с народом Франции, что да, у них такие понятия о свободе. Но мы жестокости это не изменим. Мы должны
выбрать другой метод. Я считаю, что диалог, то, что мы начали вот в нашем телевидении, да, Т+, вести диалог, говорить об этих проблемах, это уже мы поставили, можно сказать, первые шаги. Я бы очень хотел, чтобы эти диалоги были не только в рамках нашей передачи, да, в рамках более больше, чем между государствами, между религиями, между разными организациями европейских, азиатских, российских организаций, чтобы больше было диалога. Мы должны понимать чувства друг друга. Как французы, допустим, так борются за свободу слова, так и мы, мусульмане, боремся за честь своего пророка, за честь ислама. Это тоже нас задевает. И только в диалоге мы можем найти что-то для всех нас полезное, то есть правильное. Поэтому я бы хотел, чтобы в конце коротко вы сказали свое мнение. Василий, пожалуйста, что ты скажешь коротко нашим мигрантам, как поступить, как быть в таких ситуациях? Да. Вернусь к вашему вопросу, который был коротко. Я полностью согласен с уважаемым Висамом, с тем, что вы сказали, мы популяризируем подобные, я не знаю, журналистов или же, как они себя называют, в кавычках, художников, а по факту это просто группа преступников, которые сеют смуту, разжигают межнациональные розни, конфликт. Естественно, наша реакция мирового сообщества, мусульманского мирового сообщества, естественно, это все популяризирует. С точки зрения логики нужно вообще игнорировать любые подобные провокации. Чем их меньше, тем лучше. Но даже тот момент такой, любой, наверное, сидящий в социальных сетях видел раз или два раза в истории своих социальных сетей, постоянно наши мигранты, наши соотечественники, не только, вообще людям свойственно делиться, поститься какими-то видеороликами, где там обращаются с Кораном, да, неуважительно. То есть все эти вещи, все эти моменты, естественно, 5 пальцев никогда не будут одинаковы, и мы не знаем реакции, там, условно говоря, моего соседа или еще кого-то. И каждый принимает эти все моменты, все эти видеоролики по-своему. И нужно избегать, я считаю, именно вот таких перепостов, именно таких вот, пропаганды вот этой ненависти, потому что я не думаю, что это приведет к какой-то конструктивности, если я им поделюсь. Наоборот, я разозлю своих друзей, людей, которые меня смотрят. Это что касается совета, нужно быть поосторожнее с этими материалами, потому что мы ведем свою пропаганду и ненависти. Да? Если логично посудить, мы тоже такие же участники этой ненависти, этой пропаганды. Поэтому нужно быть осторожным с подобными публикациями. Нужно всегда трезво, да, на холодную голову думать, взвешивать все моменты. Как меня, как любого мусульманина, переполняли все чувства, эмоции, естественно, злоба. Но я понимал, что если я хотел сделать видеообращение, но я понимал, что если я сейчас в таком состоянии сделаю какую-нибудь там реакцию какую-нибудь, я наврежу не только зрителю и себе, возможно, тоже. Поэтому я постарался просто наблюдать пару дней, что будет происходить далее. И, естественно, я чуть-чуть на холодную голову уже делился своими мыслями или же комментировал эту ситуацию. То есть всегда в любой ситуации нужно быть осторожными, нужно быть холодными и трезвыми. Да? То есть не надо думать, что по щелчку пальца мы что-то сможем поменять в буквальном смысле. То есть мы находимся в тех странах, что касается Европы, это правовой более всего. Да? И есть лазейки, есть свои углы, которые, да, можем даже и этого президента подтянуть в суд и сказать, ты здесь нарушаешь закон. Вот. И тут не те суды, которые будут отклонять эти все ходатайства или все эти заявления, письма, как уважаемый Висам вначале предложил. Естественно, если этот процесс сделать
в правовом поле, сделать все аккуратно, конструктивно и подать какую-то, я не знаю, миллиардную петицию в ЕС с призывом наказать Макрона за его действия хотя бы штрафами, да, естественно, это будет больше, чем все, что сегодня происходит в социальных сетях или на площадях, или в тех же демонстрациях. Я так думаю. Поэтому мой совет, то есть идти по конструктивному пути. Но это не говорит о том, что мы должны, простите за выражение, выразить чуть-чуть по-уличному, хавать то, что нам предлагают, и то, что нам в данном случае внушают. То есть ни в коем случае. Всегда эмоционально, то есть всегда сопротивляйтесь тому потоку информации, который вас пытается бить как нормальность. Сегодня оскорбление нашего любимого пророка Мухаммада саллаллаху алейхи хотят прибить как нормальность. То есть принимайте это как нормальность. Но хорошо, что мы говорим нет. Простите, да, вы никогда не поймете нас, так как не стоите на нашем месте. И дайте нам право защищать свои права, свою честь в нашем случае. Спасибо, Василий. Василий Хазрат, пожалуйста. Да, я думаю, что нам нужно делать несколько деловых, как сказать, практические шаги. Нам нужно, конечно, думать о позитивной интеграции. То есть мигрант не должен быть вечным мигрантом, там, и статус мигранта. Он должен интегрироваться в общество, знать законодательство, знать правила игры местные, как здесь человек добывает свои права, как решает свои проблемы, как он доводит свой голос. Это все очень важные моменты. Как здесь люди... То есть мы не говорим ни в коем случае, чтобы про ассимиляцию, ни в коем случае, но это очень опасно. Мы говорим интеграция, чтобы он интегрировался в этом обществе, смог вживать, мог иметь свое влияние. Как и на него влиять, но он тоже мог свое влияние защищать свою идентичность. Поэтому чтобы добиться этой цели, конечно, нам нужно создавать, может быть, и кадры. Да? То есть у нас должны быть профессиональные кадры, лидеры мнения, юристы, политики, экономисты там, и так далее, да? Тут деятели культуры именно среди мусульман, которые живут здесь, которые, мы должны в них вложить. Наши дети должны направить в это направление, чтобы мы могли выразить или довести наше мнение, наши точки зрения общества. Мы даже, знаете что, я даже скажу так, мы даже не должны добиться, чтобы просто наши права защищали. У нас есть что предложить в Европе. Вы думаете, все хорошо в Европе? Все нормально? Нет, много есть проблемы. Или в России. Есть много проблем, социальные проблемы, которые мы, мусульмане, имеем. Положительный, исторический, моральный, нравственный опыт, который мы бы им предложили. Просто на их языке, красивом языке. То есть мы бы участвовали в социальной реформе этого общества, внесли бы свою лепту положительную. Но для этого нужно, я говорю, готовиться. Нам надо не жить в изоляции, не враждовать, не думать, как брат говорит, да, конструктивный диалог, он должен быть, вот это конструктивные действия. Изучать вот это правила игры, как здесь устроено все, надо это изучать, надо действовать согласно этой правилам игры, и, как я раз повторяю, и не только защищать права таким образом, но и даже внести свою лепту в развитие. Вы знаете, мусульмане уже вносят свою лепту в понятие материальном плане. Смотрите, вот это вакцины последние, да, которые в Германии, да, мусульмане, да, граждане мусульманского происхождения, врачи, которые вот борются с ковидом, те, которые в программах связаны с очень современной технологией и так далее. Мы везде видим мусульмане, строители, дороги в Франции, мосты в Франции, заводы, фабрики в Франции. Кто там работает в основном? Мусульмане. Вот, мусульмане уже вносят свою лепту, но, к сожалению, только в материальном плане. Нам нужно уже прийти в политические, культурные. Вот эти шейхи, которые приходят к нам и говорят, нельзя участвовать на выборах, это харам, это того. И вот они специально нарушают, разрушают, к сожалению, используя духовную для мусульман важная религия. Вот они врут на ислама, да, обманывают, что якобы это харам, это ни в коем случае, ты не имеешь права, ты не имеешь права дружить, не имеешь права сотрудничать.
и вот заставлять тебя жить в постоянном таком чувстве совести, что я здесь грешник, живу здесь, я грешник, я паспорт получил, я грешник. Да нет, ты не грешник, ты, альхамдулилля, дал Аллах тебе шанс, возможность находиться здесь, чтобы ты мог внести свою лепту, пользу. Даже мы можем, находясь здесь, принести пользу нашим братьям и сестрам, которые остались там в Азии, в других странах, которые там стали. Мы можем им помочь. Почему армянам разрешается иметь лобби в Франции, а мы не имеем права? Да? Почему они могли влиять на... И это считается нормально, это ничего страшного, это нормально. Почему бы нет? Вы французы, но армяне имеют право защищать интересы армян в Армении. А мы нет. Нет, это грех, это нельзя, это стыдно, это... Понимаете, вот есть у нас над чем работать, и я надеюсь, иншаллах, мы добьемся успеха. Спасибо нашим гостям, спасибо Вайсидин, спасибо Висам Хазрат, дорогие телезрители. Мы продолжим в наших передачах диалог, гуфтугу. Мы постараемся в следующих передачах затрагивать все новые проблемы, которые существуют у нас. Мы будем об этом говорить. Следите за нашей передачей, ставьте лайк в YouTube. Наши передачи будут показываться так, как в спутниковом телевидении, так и в YouTube, в интернете. Ищите нас в соцсетях. Спасибо вам, до свидания, до новых встреч.